Валентина Николаевна Романова-Ческырый – якутская певица и актриса. Родилась в 1971 году в селе Мындагай Чурапчинского района. В 1996 году стала солисткой Государственного театра эстрады. Вскоре обрела популярность как этнопевица. Ее творчество – эксперименты смешивания якутского фольклора с роком и джазом. В 2016 году представила зрителям свой моноспектакль «Кетебюн». В 2020 году получила приз «Лучшая женская роль» на фестивале «Кинотавр» за фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. Приз «Лучшая главная женская роль» за тот же фильм на национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» по итогам 2020 года. В 2025-м Валентина Романова вновь появилась на афишах. Она сыграла ключевую роль в мистическом триллере «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой. Валентина, я так рада вас видеть. Я тоже рада, сколько лет, да, ты такая юная была и такая же свежая. О, спасибо большое. Ну, вообще, вас, конечно, не поймать, да, вы все время в разъездах, Да. все время в каких-то проектах. Да. Сейчас откуда приехали? У меня очень осенняя хорошая интенсивная поездка была. Сначала я стартовала из Перми. Пермь? Да. Так. Там есть очень большой, уже давно существует кинофестиваль Флоартиана, документальных фильмов. Угу. В общем, как зашли, для меня сюрприз был. Все баннеры, только я. Да? Да. Ничего себе. Знаешь, когда мы фильм снимали «Ческырый», да, очень талантливый мой молодой друг Ваня снимал. Документальный фильм. Документальный. Да, Знаешь, когда документалистика, ты дотрагиваешься, и все. Ну, Мне больше нравится, знаешь, документалистика – это когда человека, для человека делает культурный памятник. Согласна. Но для документалистики нужно же быть готовым открываться. Даже не открываться, искренне. а надо заслужить это. Это в первую очередь, конечно. Вот. И вот Ваня, он фотографировал. Угу. Мы всегда снимаем, когда рабочий момент, да? Там фото у нас всегда есть, слайды. Угу. И Ваня такие ракурсы поймал. Понравилось. Он сначала снимал «Пугало», потом «Ческырый» — это моя, все. Мой фильм, и все, я больше никому не доверяю. И мы тогда уже снимали. Вот, режиссер Мила Кудряшова, она очень тонко заметила его работу. Угу. И второй фильм «Мозг. Традиция. Мечта». Ух ты. Это альманах. А это чей фильм? Это Милы Кудряшовой тоже. «Ческырый» тоже Милы Кудряшовой. Да-да-да. Угу. И вот 3 героя есть в этом фильме. Угу. Так, скульптор Тюмень, я и опера и балета. «Сияющий камень», который 3 маски получил. Так. Угу. Вот у нас презентация была и показ фильма «Ческырый» тоже. Угу. В общем, «Ческырый» получил награду жюри, диплом. Это уже другой фестиваль. Какой? Какую награду? Так, диплом жюри. Главный приз? Нет. Это прям так называется диплом жюри? Там у документалистики совсем другой конкурс. Понимаете? Какой-то специальный А приз вот жюри. и в игровом то можно выиграть все, потому что режиссер, лучшая женская роль, лучшая мужская роль. В общем, там. А документалистика только одно. Диплом жюри. Диплом жюри – это Высокое признание. «Мозг кино» тоже. Так что «Ческырый» живет. Это здорово. Но «Ческырый» же не просто живет. Сейчас это бренд, да? Да, бренд. С авторскими правами. Да, это точно заметил. Потому что сейчас очень остро насчет авторских прав. Ага. И спасибо моей подруге Настасье. Она привела меня в УТУМ. Угу. И они оформили мой бренд
Ческырой. Так, и теперь... Я шла долго-долго к этому бренду. С 93-го года. А почему это важно? Потому что это важно, потому что быть защищенным. И, конечно же, фиксируется. Сейчас очень много же таких людей, что могут присваивать. Вот, честно, я не понимаю, как можно присвоить уникальные такие способности, как у вас. Потому что по звучанию, по чувствованию, по передаче, это же все такое самобытное, и такое ощущение, как будто бы все рождается вот здесь и сейчас, в вашем исполнении. Как это можно присвоить? Потому что я не писала бы мелодию, музыку, да? Я бы даже не думала о параавторстве в музыкальной сфере. Да. Знаете что? У меня же есть проект огромный «Песень Вселенной». Это тоже под авторство. В чем заключается Ну, в проект? общем, там внутренняя экология человека там улучшает, понимаешь? Тогда куярдак едем было. Многие думают, куяр — это я буду волшебно петь космические песни. Нет, внутренняя экология улучшается. Тогда кот. Экология внутренняя состоит из чего? Искут. Так, нужно все время вот это вот соблюдать. Да, надо. У меня, значит, 5 ступеней. Первая ступень — это диагностика. Вторая ступень — это освобождение от сложных внутренних блоков. Третья ступень — это гармония «я». Там искут упражнения, там есть земля, душа, мать, душа, воздух, душа. А потом четвертая ступень — это взлетай, взлети, понимаешь? Там дыхание ставится, и там голос ставится. То есть это какая-то методика? Да, авторская методика, авторский проект. А потом сам человек достигает песен Вселенной. Уже внутри все чакры работают, все наружные, внутренние блоки, сложные блоки, все освобождается. А вот вы считаете, что вообще любой человек может петь? Конечно. Или это талант Конечно. какой-то? Нет. Многие думают, что я все равно я не буду петь там на концертах, а петь надо каждый день, потому что когда ты поешь, очищаешься, освобождаешься и реализируешься. Так. Давайте немножко поговорим о том, как вы пришли в музыку. Когда это Я произошло? с детства. Это вообще какой-то рубеж или что? Как я родилась, я с микрофоном родилась. Вот так, да? Верю. Да, у меня детство очень беспечное и светлое было. Это самый хороший фундамент, который мои родители дали. Я видела отношения мужа и жены. И это как наследство мне все это передалось. И когда у нас со Стасом, ты Стаса знаешь, прекрасного человека моего, любимого, с которым вы прожили. Я похоронила, уже 4 года со мной нет. Но я его отпустила. А сколько лет вы прожили вместе? Очень долго. Долго, да, долго. 20 с чем-то лет. 20 с чем-то. Да. Понимали мы друг друга, понимаешь? А вас свела музыка? Да, конечно. Он такой маленький такой был для меня. Когда у нас третья репетиция была, только тогда я его заметила, понимаешь? Да? Да, тогда Андриана, все Максим, Петя, такие все такие. Это во времена Табыка было? Да, это 90-й, 97-й, 8-й, 6-й год. И вот моя музыка, моя песня Вселенной привел такого прекрасного человека. Я от него, у меня дочка Яночка, красавица. Яночка, красавица. Знаете что? Да? Я выбрала дворянина. Это, мужа. Да, это поколенное дворяне, польские дворяне. Так. И это струна дочке передалась. Она очень хорошенькая. Я помню, в детстве она все время с вами была на концертах, на мероприятиях. Да. Знаешь, она сказала, купи мне с этого. Дочка, я тебе не куплю, я тебе шанс дам, чтобы ты купила сама.
Дам А как возможность это? заработать. А да. как это? Ты со мной будешь постоянно ходить и выступать, я тебе и гонорар. А это ты должен накопить. И это у нее есть. Она всегда накапливает для какого-то. Ценит. Да, Да? вот это все То есть передумаешь. это вот воспитание. То есть Да. воспитание, получается, это своим примером. Да. Да, и отношения Да. с мужем. И зять мой зарабатывание денег. точь-точь как Стас. Да? Да, и характером, и поведением такой вот. И даже вот, он светленький, рыженький. Он музыкант? Нет, он повар-кондитер. Мгм. Ну, повар-кондитер это тоже где-то ваша история. Да, Вы могли это бы моя быть поваром. вторая профессия. Вторая профессия. И довольно я работала. На 90-е годы раскол, СССР, все. Я там продавала. Да? Пирожки, лепешки. Пирожки, лепешки. Я, знаете что, начинала с рынка, с аэропорта Так, и до Арбата ничего себе. доходила. Мгм. Ну, такие очень интересные случаи были. Меня ловили, там все это пытались ловить, но я как-то шустренькая была. Ну, ты сама знаешь, это раскол и бардак был. Да, Беспредел. да, я думаю, что люди многие это Ага. помнят. Ага. А музыка как пришла в итоге в жизнь? Ты говоришь, я родилась с микрофоном. Да. В детстве я пела, в семье пели. Со стороны отца все пели. Даже Олонход был и кузнец. А со стороны матери селители. О, Да. и у вас это все переплелось, мне кажется. Ну, да? песен вселенной. Да. Я не селитель, мен көндөрөр кейбин. Ну, нет, все равно, мне кажется, что-то есть, когда вы начинаете исполнять, там же какое-то такое промежуточное состояние, ну, люди впадают в что-то близкое к трансу, Да, и, да. возможно, Это целительство тоже теории происходит. 7 струн, дорогая моя. Как раз-таки то, о чем вы говорите. Да. 7 нот, 7 струн, теория 7 струн. Это еще не доказано, но скоро доказано будет. Ну, если это работает, Да. да? Если... Но это квантовая физика. Мгм. Ну, И это получается. потому что вибрация идет действительно, когда ты визуализируешь, да, мечтаешь, визуализация, да, сейчас модные названия визуализация, да. слово визуализация. Ну, мечта просто, да, обыкновенная багана. Ага. С детства я, оказывается, будущее свое визуализировала. Даже вот мне многие вот мои родственники рассказывали. Я говорила, я буду в городе Якутске жить, у меня прекрасная, красивая дочка родится. Я перед вами выступает заслуженная артистка Саха. Вот так говорила. Говорила, да? Да. Я в музыке была, я в другой планете. Вот я думала, что планета, знаешь, там красиво, там все прекрасно, понимаешь? Но я сама же пришла. Никто меня с собой не взял в эту планету. Я попала сама. Это театр. И начала играть. Но там актерская игра, ой-ой-ой, ты сама знаешь. Ну, это птичка моя всегда меня оберегает. Это Чебустан. Это Бог творчества. Который ведет по жизни. Мгм. И Ческири не зря пришла. Меня назвала же моя наставница Елена Слепцова-Корсунах. Мгм. Ее все произведения моей импровизации. Она назвала Ческирой. Да, она сказала. Мы думали, как назвать меня. Мгм. А там несколько слов. Ческир-ай. Мгм. Ческирай. Ческир-рай. Ира. Ир. Ничего себе. Даже многие говорят, что не так уж такое имя. Ты что? Это все. Вот. Мин көтөне хебин, мин ыры молускен, сапсынар кынатымын сағақтан таянар, әлиети рәңерім әркене көстібет. Вот это мои крылья Ческирай. Вот. Ай. Все мои 7 струн сейчас Да. завибрировали и задрожали Ну да. от этого.
Многие думают, семиструнный это туфта, да? А на самом деле вот Бах, Бетховен, там все до сих пор они работают, капсулы. И песен вселенной тоже, там капсулы есть. 93-го года, дорогая моя. Раньше думали, что я совсем... А теперь оказалось не совсем. Теперь Теперь оказалось, просто опередила время. Раньше всех начала об этом говорить. это когда в 96-м году я выбрала свой репертуар. Сложный репертуар. Очень сложно он Сложный был. репертуар. Ни на что не похож. Многие выбрали корпоративные, там, ну, свадебные, юбилейные, такой репертуар стали делать. А я думала, 50 лет, чем я буду заниматься за 50 лет? Ничего себе. И? Что мировой еще был. И в итоге решила делать то, Да, что никто не делает, да, и то, как это звучит да. только у вас. Зато я никогда не вру. А как бы вы назвали вот это вот направление музыкальное, которое вы несете уже столько лет, и оно не меняется? То есть такое ощущение, как будто бы не вы идете за трендами, да, а тренды идут за вами, формируются, и как-то вот под вас реальность Потому что у меня тут свобода есть. создают. Свобода есть. И как называется это музыкальное направление? У меня разные... Это куяры, это дембур. Просто так и называется, да? Это не джаз, это не рок, это не этно. Это всё куяры же вместе. это... раньше когда начала, я с патриотом была. Мгм. Я хотела свою народ ритм, да, ну, дерей, дегерян, да, направление лорет. Я хотела за границей показать. Продвигать, да? Да. И я правильно подошла. Потому что Ческырей — это же мой ребенок. Мгм. Она всегда меня оберегает, оказывается. И открывает, очищает все сложности. От сложной ситуации я легко выхожу. Так что Ческырей — это такая стена. И знаешь что? Многие говорят, почему ты так опиум для души не поешь? Да? Ну, опиум для души — это же энергия. Опиум для души — это что? Ну, так попса, там популярная музыка, там это перепевы, куплеты. Такая более понятная, да? Да, ну, ближе к народу. Да, я могу петь такую песню. Соғытық Турия, даже одна Соғытық Турия песня, оказывается, моя подруга не знала, кто это исполняет. Когда она через сколько-то лет увидела, что я пою. Она говорит, это же моя песня! Оказывается, да? Да. Мгм. Эту песню я слушала, и она меня облегчала. Вот это. Это ты, оказывается, гадина! А у вас же голос вообще по-разному может звучать. Ну да, потому что это инструмент, очень сложный инструмент. Это голосовые связки. Да, да, согласна. Сложно настраиваются. А они же еще не просто отдельно находятся, они же еще с интеллектом вообще-то Да, должны алгоритмы синхронизироваться. тут развиваются. Да. А как кино пришло в вашу жизнь? Кино, драма. Когда Эркен у нас работал, Мгм. он приблизил меня к драме. Да? Да, драме. Открыл вас? Моноспектакль для меня поставил, потому что это моноспектакль «Көтөбен», «Лечу», да. Он получил диплом лауреата среди монодрам и малых форм театральном фестивале Мгм. в Европе. Это еще в театре эстрады. Да, когда я «Вера и правда» служила. Мгм. Это 93-й год. 93-й. Да. И с тех пор очень долго вы были в театре. Ну, сначала я была как практикантка, там то-то, то-то. Это я уже была знакома в 93-м году. И мой учитель научил, как правильно дышать. И оттуда началось, 93-го года. Внутри у тебя ребенок сидит. Мгм. Ты надо беречь. Внутреннего ребенка. Да. Ваш ребенок как себя чувствует сейчас? Комфортно. Да? Чем вы его балуете? Как вы его радуете? Потому что я постоянно в поездках. Постоянно там Ческырей. Мгм. Вот.
А что вам больше нравится? Вот драма, да? Драма нравится больше? Драма, да, вот насчет этого возвращаться будем. Я играла моноспектакль одна. Все музыку, песни я сама сочиняла. Ну, песни, мелодии, да. И еще аранжировку делал Моисей Кобяков. Мгм. Я его кормила до утра, до 5 часов. Мы там все это сочиняли, там все. Ну, давай вот это, давай вот это. Вот. Я там жила. Мгм. И это драма «Вдовы». М. Потому что этот проект не зря пришел. Потому что меня готовила быть вдовой, чтобы трагедию не ушла. А тогда уже супруг заболел? Нет, тогда Еще он, нет. он здоровый был. А. Мгм. А потом, когда пугало началось, тогда он заболел, конечно. Но знаешь, когда человек внутри не свободен, и когда самореализации нету, тогда, конечно, легкие болеют. Это по себе я знаю. В последнее время у меня так вот воздуха не хватало. Я думала, да, пугало это тоже открывал мне какую-то дверь. Открыл. Я этим и занимаюсь. Я уже давно занималась, но я уже утвердила. И конкретно этим и занимаюсь. Что я актриса, да? Я многогранный Я человек, многогранный понимаете? Я человек. многогранен. И могу заниматься чем угодно. Да. Какая следующая ступень, какая следующая грань, возможно, откроется? Это наука. Ага, посмотрим, да? Я хочу все оставить после себя что-то. 7 струн. Но это песен Вселенной. Как будто бы вся ваша жизнь состоит из самореализации. Да. Круглосуточной, ежедневной. А есть такое понятие, как выходные дни, когда я просто отдыхаю. Нет. Как вы отдыхаете? Я отдыхаю, когда сплю больше. И все. А все остальное время я просто живу. Да? Да, я должна постоянно работать. М. Потому что это миг же, понимаешь? Мгм. Жизнь — это миг, вот так, и все. Когда ты движение, да, тогда что-то находишь. Я вот сейчас, у меня новый проект уже запускается в Москве в феврале. Это «Исцеляющий поток Чепче». Мгм. Это с пармастером коллаборация. Что там будет? Ну, это баня происходит. В бане? Ух ты. Ага. Так. Но я по запросу полетела в Москву нынче осенью, да? Мгм. И нашла своего пармастера. Это прекрасная девушка. Она со мной будет работать в Москве. У нас такая коллаборация. Мы тут делали тоже с пармастером. У меня тут мастер есть, тоже пармастер. Тоже запуск будет после Москвы. Так, возвращаемся. Пермь, а Так. потом Петербург. Петербург. Петербург, потом? Потом в Петербурге мы показывали новый альманах, и «Песен Вселенной», и «Гармония Я». Это индивидуальное занятие я проводила. А потом Геленджик. Это вот то, где была. Да, Недавно. Геленджик. Геленджик, там кинофестиваль «Маяк». Это совсем новый, Да, я молодой слышала. есть кинофестиваль. И там вы представляли Присутствие. присутствие. Да, и стали тоже взяли. Нет, еще не получили. Еще не ничего. получили? Ну, Номинанты. мы номинанты. Номинанты. Там было 600 проектов или 800 проектов. Ну, десятку только хорошие фильмы отбирают. Мгм. Номинантов. Вот. Ну, я там играла мать. Ну, наверное, сейчас фильм в кинотеатрах показывает. Хороший фильм, посмотрите, а потом рассказывайте, как там... Делитесь впечатлениями, Это да? триллер, хоррор. А скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, как будто бы вы очень за всегда. Вот вам что-то предлагают новое, неизведанное. Даже если вы еще не пробовали, вы говорите «да», если Да, это интересно. моя мама, когда я один раз, она мне подошла и сказала:
Сейчас никогда не говори «нет», всегда говори «да». И это осталось у меня до сих пор. Поэтому вы всегда открыты к экспериментам? Да, конечно, я вообще не боюсь. У меня тут вот все, хуяр, это все есть у меня. А если вам скажут, выберите что-то одно из всего того многого, что вы смогли в жизни сделать, реализовать, создать, что-то одно по-настоящему важное. Да? Было Что у меня, это? Что было это? у меня. В одно время у меня штиль был. Вообще штиль. Не вижу того берега и того берега. Не смотрю. Вообще туман. В жизни тоже такое бывает. Это 7 лет продлевалось, понимаешь? 7 лет. И я сказала, все, Стас, мы переезжаем, все, другое государстве, в Европе переезжаем, там гражданство получаем, все. Такое разочарование было у меня какое-то время. Оказывается, в это время они для меня какой-то нет, это не буду говорить, сложности отправляли. Даже не сложности, а препятствия. Я сказала, все меняем, все. И Стас Бедненький со мной полетел в Европу. А когда была на подпись на такой договор, да, я отказалась. Я сказала, выбираю родину. И вернулась. И вернулась. Не жалеете? Нет, не жалею. После этого я стала заслуженной артисткой. После этого у меня моноспектакль, пугало, песен вселенной еще сильнее стал. Тогда получается самый важный проект какой? Это жизнь. Вся жизнь. Это жизнь. Процесс. Потому что я сказала, нет, лучше родины нигде. Прекрасно. Блиц. Это короткие вопросы с короткими ответами. Любимое время года? Я все времена года люблю. А запах зимы особенный. Зима, да? Да. Если не Якутия, если не Якутск, то какой город? Счастье. Город счастья? Это Да. где? Ну, не знаю, где-то, наверное, впереди Где-то у во меня. своей вселенной. Хорошо. Любимый цвет? Зеленый. Что вдохновляет больше всего? Вдохновляет много проектов. Когда много, в одну кучу. И много работы. Да, когда ничего не успеваю, Да. все успеваю. Да. Отлично. Валентина, ваши пожелания нашим телезрителям. Это традиционно. Вот ваша камера. Пожалуйста. Люди с удовольствием вас посмотрят. Күнді бар жаным эйха бағарым әте курук сөпке тыңнана санағытына сөпке тұтаны аяннан ергетері. Кем бұдойду кәлері ол ата сөпке тыңныты болар. Спасибо большое. У нас в гостях была Валентина Романова. Ну, по большому счету, человек-космос. Да? Женщина Вселенная, которая принесла свою прекрасную, яркую Вселенную. Светите нам дальше. Спасибо.